Здесь бурайша шона. Ванда ваш куда мухткалас? Уда джучкалан, да? Ага. Значит, здравствуйте еще раз. Значит, начнем. Ой, столько знакомых лиц. Очень приятно. Но, конечно, реконструкция удмуртского гороскопа, это очень сильно сказано, так скажем, да. Но вот когда разбирала действительно вот этот астрономический код Толеш, то были такие попытки, действительно, что вот как будто не хватает знаний, да, то есть не то, что знаний не хватает, а зафиксированных знаний. Я работала в основном с источниками, с книжками, с книгами, работами своих коллег, предшественников, и поэтому вот что они смогли зафиксировать, я это взяла себе, да, и все это вытащила в свое вот это вот свое исследование. Но тут будет очень сложно, конечно, подойти вот к этой реконструкции гороскопа, к такому пониманию современном, как мы привыкли к этому, но все-таки вот есть начатки. И не то, что начатки, а вот есть остатки, так, остаточные явления, так скажем, да, которые я могла потом восстановить, читая работу уже, например, представления, например, там приметы какие-то у других народов, которые нам, ну, тоже, и понимаешь, что таким образом ты можешь реконструировать, что вот этого не хватает. Но раз одна часть есть, должна быть и другая, да. Вот дальше по ходу моего выступления мы постараемся увидеть эти вещи. На прошлом занятии, что такое культурный код, мы говорили, что оно было заимствовано из семиотики, это понятие, и стало фундаментальным понятием в таких лингвистических направлениях, как лингвокультурология и лингвофольклористика. Так, ну вот это я уже сказала. И сказала, что культурные коды формируются, существуют в языке, имеют свою иерархию, да? Это система знаков материального духовного мира, которые стали носителями культурных смыслов, которые прочитываются в этих знаках. И вот в данном случае мы с вами разберем вот этот вот культурный код, знак Толеш, да, культурный код, уникальные культурные особенности, доставшиеся нам от наших предков. В них закодирована в некой форме информация, которая позволяет идентифицировать культуру. Об этом мы тоже с вами говорили. Это не то, что говорится или четко осознается, но то, что скрыто от понимания, но каждым носителем того или иного языка оно понимается, да, оно проявляется в поступках. Культурный код нации помогает понимать ее поведенческие реакции, определяет народную психологию, и благодаря ему мы понимаем друг друга. Ну, тоже примеры я вам уже тогда приводила, да. И переходя к астронимике. Астронимика – это раздел из ономастики, который изучает название небесных тел, то есть название планет, их спутников, звезд, метеороидов, метеоритов, астероидов, комет. Как правило, используют астронимика термин и космонимика, как синонимы. Да? К небесным названиям живой интерес проявляют астрономы, этнографы, фольклористы, но научное изучение астронимов началось с лингвистов. Вот, фамилии Суперанская, Никонов, Рут, Фомина. А научное становление астронимики происходит в 60-70-е годы 20 века. Сейчас активно их изучением занимаются лингвокультурологи и этнолингвисты. Могу вот сказать, что в удмуртском языкознании этим занимаются Людмила Евгеньевна Кириллова и физик-астроном, да, Гатауллина. У нее даже учебное пособие вышло. Дальше. Их можно разделить, астронимы можно разделить на две группы. Это старые и новые. Можно выделить научные астронимы и народные астронимы. Многие старые научные названия сформировались на основе народных. Первые названия небесных тел появились еще в глубокую древность, а слова, такие как Солнце, Луна и Звезда, они входят в древнейший пласт лексики наравне с терминами родства и числительных. Дальше.
Ну, что такое Луна, да? Вот все вы знаете, что такое Луна. Месяц – это небесное светило, которое обращается вокруг своей планеты под действием гравитации. Это такое научное объяснение, да? А единственный спутник – это единственный спутник Земли. А в мифологии Луна символизирует изобилие, циклическое обновление, возрождение, бессмертие, оккультную силу, изменчивость, интуицию и эмоции. Древние измеряли по циклам Луны время, определяли сроки наступления приливов-отливов, предсказывали, какой будет урожай. А появление, исчезновение лунного диска всегда впечатляло людей, да, и они привели к тому, что Луна стала выразительным космическим образом земных циклов в животном и растительном мирах. Дальше. Ну вот здесь можно вот посмотреть, да, что вот это отсутствие Луны, например, в Древней Греции это дни Гекаты, или, например, в древнеегипетский бог мудрости, счета и письма, тот, так и его богиня Геката сочетают лунный оккультный символизм и так далее, и так далее. Но на это мы не будем сейчас обращать внимание. В народных представлениях и так полагали, что Луна управляет приливами и отливами, человеческой судьбой, дальше ливнями, снегопадами, наводнениями, циклическими ритмами мира животных и растений, жизнью женщины через цикл и даже возраст плода по лунному месяцу, да, определяется. Дальше. Считается, что у населения Древнего Приуралья существовали определенные символические знаки. И если вы вспомните, вот я тут не успела уже найти, если вы вспомните вот эти вот культовые пластинки, которые называются «Пермский звериный стиль», да, вспомните, какие там были бляшки, как изображалась небесная сфера, да, и, как правило, на них были выражены, значит, на них были изображены образы коня, лося, птицы, змеи, солнечные лики, солярные, лунарные. А в более позднее время связь с небесами обнаруживают особые небесные громовые камни инкэли или гудыри кэли. Об этом можно посмотреть работы Надежды Ивановны Шутовой. Дальше. К Луне, и вот если уже переходить не конкретно уже к удмуртскому языку, да, удивительные вещи вот тоже выявляются. К Луне, как и Солнцу, относились очень почтительно. И считалось, например, большим грехом показывать на Луну пальцем. Шунды той, что реченены ден возьматы, чинет чарашкос. Ну, перевод: на Солнце Луну пальцем не показывать, заусенцы появятся. Случайное указание на Луну пальцем считалось святотатством, и нужно было обругать себя. Ругательство выполняло функцию заклинания оберега. Измертан, излемертан. Вот посмотрите, вот как раз вот эти камни небесные тут, видимо, и появляются. А детям объясняли, что может заболеть палец. Нельзя смотреть и садиться напротив Луны во время естественных потребностей. Причем это было не только у удмуртов, а практически вот у всех народов, да, особенно во время полнолуния. Оголение считалось святотатством, шундутолэшорен кыжа причат пашкы потос. На Солнце, Луне не мочись, на заднице чири появится и так далее. Ну вот еще примечательно, что удмурт так почтительно относился к Солнцу и Луне, да, что, называя Солнце и Луну, он уже не мог обмануть, и поэтому существовали такие вот удмурт клялся Солнцем и Луной, да, чтобы убедить собеседника в своей правоте. Ташундыпонна эйбашты, Солнце свидетель не взял, или шундыпонна, честное слово, значит, буквально ради Солнца, да, шундету леже. Солнце и месяц, да, клянусь Солнцем и Луной. Дальше, ну вот еще вот, тоже такая вот клятва. Шунды понна, тулеш понна, нянь понна, тыл понна, легоному зем понна, ажулоне понна, таужез, эйкар. Солнцем клянусь, луной клянусь, хлебом клянусь, огнем клянусь, землей, по которой ступаю, клянусь, днями отведенными мне клянусь. Этого я не делал. Вот настолько было сильное почитание Луны и Солнца. Ну вот какие еще языкового материала по поводу пословиц, поговорок не так много. Вот
Толеш пиштеки ног шунты, да, а потом есть еще, и потом посмотрим еще загадки. Поговорка шундыки поте толежно кысе. Дальше, вот посмотрите, а загадок очень много, и они вариативны. Вот просто кашигын кыктуш, елынна виренно. Но вот здесь ведь опять же культурологический материал. Если мы эти загадки начнем переводить и объяснять ребенку, а почему на чердаке хранятся два корыта с молоком и с кровью. Вот это же ребенку уже абсолютно непонятно, абсолютно непонятно. Но таким образом в замороженном виде хранили вот раньше, когда не было холодильников, вот эти вот вещи. Понятно, что одно из них это Луна, а другое корыто это Солнце, да. То, что вирен, красное с кровью, да, это как бы олицетворение Солнца, а елын с молоком это соответственно месяц. Или вир тущен, е тущен ваче пумит. Ну, это то же самое. Кокаши гынчиштем вей, но арьян вей. Или вот эти же вот, значит, топленое масло желтое, да, и белое масло, так скажем, арьян, то, что вот как раз сливки, да. Кокаши гын е тущ. Или вот ледяное корыто. Что это? Вот это очень сложно современным детям объяснить, потому что они в основном видят только холодильники, и для них это очень странно. А вот через эти загадки вот как раз ведь можно объяснить очень многие вещи, как жили раньше люди, да? Или вот, например, посмотрите, здесь уже другое сравнение, когда на чердаке половина хлеба, да, палес нянь, пал сукыри. Или у старой женщины над домом ломоть хлеба и так далее. Собаки лают, но не достают. Или стеклянный хлеб, вот такое, например, сравнение, да. Или медный пятак. И все это про Луну. А вот еще интересное. Две женщины, одна женщина встает утром, а другая встает вечером. Это про что? Это снова же про Солнце и Луну, да? Вот. Одна ляжет, другая встанет и так далее. Или вот, например, представление Луны и Солнца, ну, это тоже вот древние представления, мифологические. И в данном случае, вот посмотрите, сестра и брат друг к другу в гости ходят, значит, братец прячется. Или два брата, Солнце и Луна, представлены в образе двух братов, не могут догнать друг друга. Или, например, еще в небе плывет, и в воде блестит, да, инбамуну ялоз, вувылын челянлоз, инмыщен вувылыщен оккать, и на небе, и на воде одинаково. Это вот тоже, это просто для себя отметьте, что, скорее всего, именно вот это представление связано с удмуртской сказкой, да. Котька тынветлос пытезу скыля. То же самое говорится о Солнце и о Луне, да. Везде ходит, но следов не оставляет. Дальше, вот еще тоже интересные загадки, их очень много. Когда рождается серп, когда вырастает, значит, репа, а когда уже умирает, превращается, ну, вот такой без скыли. Или когда иногда растет, иногда уменьшается, а иногда совсем исчезает. Это тоже все про Луну. Вот видите, какие интересные наблюдения у народа про Луну, да? Или посмотрит учкозу сквараты, посмотрит, но ничего не скажет. Котька чемын, вещь учкоз. Хоть куда иди, он будет на тебя смотреть. Ну и вот светит, но не греет.
одну вещь, одигар березнок и женок на углу, одну вещь никак нельзя поймать. И, ну, например, про лунный свет, который попадает через окно в дом, говорят, пол шорные тущ, среди комнаты ледяное корыто и так далее. Или еще также вот про растущую и про полную луну, да. Один будет, значит, жать, а другой будет, ну, отдыхать, шалос. Или вот еще такие загадки. На гуртах перепеч, в печке полно перепечей, и одна шаньга. Да, про солнце и звезды. То же самое гуршорн юача, кутраш шекера, то же самое. Или про одного пастуха, который несколько тысяч овец пасет. Или вот еще, да, утром табань, джит костыбей, тоже вот о солнце и луне, да. Бусымер там те, жёслы дьям те, пастухе щуро. Поле немерено, овцы не считаны, а пастух рогатый. Ну вот здесь почему-то у меня сразу по поводу Велеса мысли возникают, да, тоже очень интересные такие сравнения. Вот посмотрите, очень интересные сакральные тексты и заговоры. То лежнику кещину еще сокуме душа щинталы. Вот луну, когда сглазят, тогда только сглазят его. Тершундес, то лежизок пала берегтемед луиске, тон соку щиса ветлы тавищищес. Полное солнце, полную луну в другую сторону, если повернуть сможешь, ты тогда можешь съесть этого больного. Югит то лежишь чоксаны куке вормоске. Соку потос мед потос, шунды югит толеш югит, кижели югит, тамуртлен потосес, волне. Светлую луну, когда закрыть, затмить осилишь, тогда выйдет, появится нарыв. Солнце светло, луна светла, звезды светлы, а у этого человека нарыва больше нет. Вот такие вот заговоры. Уин толеш кижи югит, сокадик югит, мед лос. Ночью луна как светла, так же светлым пусть будет. Да? То есть избавиться от всяких наростов, нарывов и болячек. Дальше. Ну вот посмотрите, рыболовы, оказывается, использовались, вот это у Вихмана было найдено, да, был найден этот пример, когда рыболовы произносили вот, ну, следующее такое, ну, как заклинание, что ли, чтобы улов был, да, толеш кыжи, она ест дорыш перед скосапре, ожик чорык мед прос. Как месяц возвращается от своей матери, заходит, так и рыба пусть зайдет в снасти. Извините, столько опечаток. Дальше. Ну, и что вот из этого можно... Вот мы посмотрели с вами вот разные тексты фольклорные, да, особенно вот эти заговоры. Так вот, благодаря этим заговорам Татьяна Григорьевна Владыкина выводит формулу вечности в сочетании слов, которые используются в заговорах, заклинаниях на разные болезни. Шунды бертем, толеш бертем, кижили бертем. То есть солнце возвратилось, луна возвратилась, звезда возвратилась. Ну, обычно вот такой заговор делается на ячмень на глазу. Именно заклинания и заговоры являются очень архаичными комплексами, которые сохранили древние мифологемы. И они законсервировали древние представления народа и его мышления. Данная формула, как говорит значит, Татьяна Григорьевна, констатирует присутствие космических объектов на небосклоне, движение которых проецируется на болезнь. Они движутся от состояния видимого объекта к невидимому, то есть обнулению, умиранию, и снова к видимому. Происходит процесс самовозрождения, восстановления целостности космических объектов через возвращение. Да? То есть вот как они вращаются, как цикл свой проходит ежедневно, вот так же и человек якобы должен избавиться от всего больного, от всего лишнего и снова стать как бы на свое место. Задача формулы вечности – удалить болезнь в пространство чужого мира. Удмуртская формула вечности, по мнению Татьяны Григорьевны Владыкиной, это версия мифа о вечном возвращении Мирча Элиада. Дальше.
Луна. Ну вот мы уже в загадках, я вам спросила, да, обратить внимание, что вот в загадках встречается, что это брат и сестра, что это два брата могут быть, а у многих народов там конкретно вот или женская сущность, или мужская, да, ипостась. А здесь очень сложно говорить. Но вот вы помните, было, значит, заклинание рыболовов, да, что вот «кжи толежанай берекске». Вот. Точно так же пусть и, значит, рыба попадет в мою сеть. Значит, все-таки представление было о том, что Толеш – это мать, да, мать-богиня. Это богиня все-таки. И во многих, вот, очень во многих культурах, конечно же, Луна ассоциируется с женским началом. И вот такие вот рудименты вот этих представлений все-таки есть и в удмуртской культуре, да? Вот даже вот в этом заклинании рыболовов «Толешка же анай есть дорожберт пре», «Толеш анай», а вот здесь, вот в этом, ну вот уже сложно сказать, вот что это, да? Реликтовое почитание Луны сохранилось в некоторых фольклорных жанрах. Да, вот и если вот привести пример, вот, например, в марийских народных представлениях, это, конечно же, женское божество. Вот еще, что мы нашли. В рекрутской песне молодые парни спрашивают благословение у Луны. «Кудёке кошки шакиос, тыр толэшор ебыртылям». Вдаль уходящие молодые парни поклонились новой Луне. Ну вот я уже говорила, что очень у многих народов все-таки Луна считается символом женского начала. И там, где Луна несла женские черты, ее образ мог быть самым различным. Это и богини, которые охраняли материнство, и холодные защитницы, охотницы, как Артемида, да. Луна символизировала целомудрие, непостоянство, изменчивость, какое-то ледяное безразличие. И наиболее известная античная богиня Луны – римская Диана. Далее в греческой культуре был лунный культ Селены, белой луны, и Гекаты, черной луны. Изображение полумесяца в прическах древнегреческих римских богинь означало одновременно чистоту и рождение, а вот в христианской иконографии Деву Марию иногда изображают с полумесяцем. Дальше. Но вот дальше мы посмотрим еще и уясним, что же все-таки для удмуртов, какое же все-таки это начало, да, лунное. Иногда Луну олицетворяли боги-мужчины. Например, в шумерско-семитской культуре бог Луны Син изображали в виде полумесяца со стриями, направленными вверх. Луна имела мужской облик и в Японии, и в некоторых германо-скандинавских культурах, африканских и североамериканских племенах. Но тут все очень, конечно, запутано. Например, у башкир Луна была мужского рода, да. Так, это мы не будем сейчас осмотреть. Ну вот я хотела остановиться вот здесь, вот на легенде о девушке с коромыслом на Луне. Значит, первый и вот нижний рисунок, вот верхний и нижний рисунок, это рисунки Гарипова. И это изображение, значит, по удмуртским сказкам, а это чувашская сказка. Но видите, я хотела сказать, значит, посмотрели картинки, дальше идем. Лунный миф о девушке. Вот есть такой интересный психолог, психоаналитик, этнограф, антрополог, венгерско-американский, но Гёзе Рохейм. И вот у него вышла книга «Мифология и религия Луны». Ее издал издательство при университете. И наш один коллега как раз переводил с венгерского языка эту работу.
Интересно, что вот в этой книжке Гёзе Рохейм собрал мифы, легенды, сказки о лунной, вот о Луне, и конкретно о лунной девушке, которая якобы вот на Луне, да, вспомните эти картинки предыдущие. И он считает, что вот этот сюжет, он встречается практически у всех народов, и в северном полушарии, и в южном полушарии. Но как так получилось, да? Почему вот эти пятна на Луне ассоциируются вот с этой лунной девушкой? Почему? И вот дальше, вот посмотрите, он приводит версию сказки, в которой злая мачеха послала беременную невестку за водой. Там злая мачеха, вот для меня это может неправильный перевод, беременную невестку за водой посылает. Да? Действие происходит между Рождеством и Крещением. И вот девушка идет за водой, она расплакалась горькими слезами и хотела умереть, и прыгнула, значит, на лед озера, но вода ее не взяла, и тогда она замолилась Луне, и та ее забрала вместе с коромыслом. А вот более известным значит, вариант, который печатается, как правило, во всех сборниках сказок удмуртских, там, ну вот, есть нюансы. У одной девушки умерла мать, отец женился на другой. Много горя претерпела от своей мачехи девушка. И как раз в рождественские морозы послала мачеха девушку. И та же самая история происходит, да. Но вот для меня вот эти вот нюансы, почему там невестка, почему она невестку беременную посылает, а тут просто девушка, да, падчерица. Вот такие вот нюансы здесь, вот два варианта. Так, дальше. Рохейм приводит этот сюжет более 40 раз из мифологии разных народов. Европа, Азия, Австралия. И практически у чувашей, у марийцев, везде у наших соседей бытует данный сюжет. И везде она стоит вот с коромыслом. Самое важное, что вот это коромысло или вода, или ведра, вот эти пятна, видимо, они тоже как-то связаны с этими отливами и приливами, да? И так, дальше. В основе архаичного удмуртского традиционного календаря лежит определение астрономического времени по лунным фазам. Астрономическое время связано с биологическими фазами пребывания и убывания Луны. Она влияла на земледелие крестьян. Луне приписывались свойства влиять на растущее. Например, в середине 19 века русские удмурты бывшего Глазовского уезда вывозили навоз под зерновые культуры на старом месяце, а для удобрения трав в первой половине месяца при растущей Луне. Еще в 2020 году удмурты были уверены, что при новом месяце навоз вывозить не следует, так как происходит наиболее активное сокодвижение снизу вверх. То есть пойдут в рост сорняки, а не то, для чего была удобрена почва. Да? Дальше, так, вот это мне больше всего пока это не нужно, пока гороскоп. Вербальное наследие удмуртского народа позволяет реконструировать астрологические знания. В советское время к приметам относились как к суевериям, и многие суеверные приметы, связанные с основными календарными праздниками, как правило, являются началом лунного месяца, лунного года. И поэтому здесь как бы магия первого дня, да. И вот здесь я хочу перейти к приметам. Вот, погода прогнозируется по фазам Луны и ее состоянию. И я это точно помню, мой папа тоже всегда смотрел на положение Луны в небе, да, как возникает, какая фаза Луны. То ли джужаку шонетке, шулдыр пелос, гачулоке, сокужа болос. Если месяц вроде прямо, погода будет ясной. Если рожками вверх, погода будет ненастной. Вордскем толеш мынчирак луэке, со толеже кваще берлос. Если нарождающийся месяц прямой, этот календарный месяц будет дождливым. Вы толеш баджим луэке, квашунут лос. А если нарождающийся месяц большой, погода будет теплой. А толеш вордочку кус баджим луэке, ну то же самое, только другой вариант. Да? Дальше. Вот посмотрите.
еще вот одно такое астрономическое явление, то есть, который кульчоки джуацкис, Витьке житес. Если вокруг Луны два кольца светятся, жди морозы. Шундына толеш, которая буюишкать кульчо скылдо. Кежицкос, лымыялос. Вокруг Солнца и Луны образуются радужные круги к похолоданию, снегу. Вот обращайте внимание, потому что мы говорим, вот погода изменилась, да, что уже нельзя так говорить. А вот обратите внимание, народ очень метко все заметил, и действительно это все работает. То лишь гордки луя, квачки житлос. Луна зимой красная, к холоду, к морозу. Так, ну вот посмотрите, судьба человека также была зависима от положения и состояния Луны. И, ну, так скажем, официальная астрология тоже это подтверждает, это чуть-чуть не к этому было, но это чуть ниже. Вы то лишь гачолоки потис, перещу зулон щекыт лошо, чошкытки ло, капчу лон лошо. Если нарождающийся месяц рожками вверх, жизнь будет тяжелой. Если месяц прямой, жизнь будет легкой. То лишь ее сын из вылеучкеке, щекыт то лишь лос, нлпи вещос. Обратите внимание, да? Если месяц смотрит рожками вверх, календарный месяц будет тяжелым, а дети будут много болеть. Джужаш пинал толежес бур палащен киаджит у мой лос, палян палащен киаджит урод лос. Ну, здесь как раз вот это вот бинарность левый правый, да. Если восходящий молодой месяц увидишь справа, это к добру, а слева к худу. Дальше. Но вот здесь то, что вот как раз мне очень хотелось это вот привязать к гороскопу, да, но вы то леже ворт кемпиналы туще кытлос. Если ребенок родился в новолуние, будет очень сложно ему в жизни. И вот это еще зафиксировал Мункачи. Это остаточные знания, которые смогли зафиксировать исследователи. Гипотетически должны быть и другие фазы Луны. Да? Если удмурты знали, что при новолунии вот такая судьба ожидает ребенка, то тогда должны были быть и другие приметы. Да? А как в полнолуние, а как при другой фазе, третьей, четвертой фазе. Да? То есть это, видимо, не зафиксировано, вот как-то вот, но мы же гипотетически можем предположить, вот если, например, мы говорим о щекыткл, ки, пыд, вирсер, пель, да, то есть тяжелое слово, тяжелое, если буквально перевести, тяжелая рука, тяжелая нога, тяжелая вены, тяжелое ухо, не у всех их есть пары. То есть, если тяжело, значит, должно быть антонимическая пара с легким. Но не у всех есть. Но гипотетически мы же можем предположить, что они существуют. Так, вот посмотрите. Мне удалось найти у других народов следующие вещи, да. Вот, например, балканской новогреческой культуре народное представление о влиянии Луны и лунного света на новорожденных. Считается, что Луна пьет или ест ребенка, определяет время родов. Будущий пол младенца и его судьбу. Фольклорные тексты заговоров, обращенных к Луне. Например, от детской сухоты. «Месяц ты эту тыкву налей или разбей». «Эй, месяц, возьми его и дай ему руки и ноги». Для номинации больных детей используют вот такие выражения. Рожденный в полнолуние ребенок предрасположен к заболеванию эпилепсии. Болезненные слабые дети, родились во время безлуния. Слабый ребенок, как правило, зачат после полнолуния. И вот, например, в сербском языке даже есть специальная такая лексема месячар, да, страдающий лунатизмом человек, мать которого во время беременности спала под лунным светом. А в греческой, значит, детская сухота, расстройство кишечника, понос, лекарства, которые используются при лечении таких болезней, лунная трава, коровяк. Дети, которые родились в течение одного и того же лунного месяца, у болгар называются едномесячата, едномесяцы, а между ними устанавливается некая связь, тесная настолько, что смерть одного из них влечет смерть другого. И так далее. Вот такие вот интересные вещи, да. И ведь действительно, когда
если вы увлекаетесь там, гороскопами какими-то, да, то вот эти знания, они действительно подтверждаются ими, да. Восьмиконечное, дальше, так, вот мы говорили о приметах, дальше. И перейдем, говоря о Луне, конечно, для удмуртской культуры очень важным становится лунный знак Толежо, Толешпус. Это восьмиконечная звезда в нашем регионе, значит, она была обнаружена в Виднокаре при раскопках, относится к 9-13 векам на костяной пряслице. Восьмиконечная звезда Толежо, лунный узор, один из главных удмуртских символов. Он представлен на флаге и гербе Удмуртской республики. Он оберегает от несчастий. Узор встречается также и у марийцев, чувашей, считается рудиментом финно-угорского наследия. И вот интересно, да, вышивала невеста при свете луны перед замужеством. Есть у коми и, как ни странно, у башкир, хотя для тюрков вот не характерен. Вот посмотрите. А в славянской культуре Толешпус очень-очень похож. Вот, практически один в один, посмотрите. Вот это, там текста не виден. Вот крест сварога. Видите, да, вот первый рисунок, первую картинку. И алатырь. Алатырь. Вот. Один в один. Удмуртский Толешпус. То есть это очень древний, очень сильный знак-оберег. Дальше, ну вот посмотрите, вот этот Толежо, как раз вот красный вот сверху, да, видите, вот этот же знак звезды Толежо составляет один из важных популярных орнаментов в удмуртском искусстве. Это вышивка, главный и центральный элемент свадебного нагрудника кабачи у удмуртов ватка, который надевался невесте по приезде ее в дом жениха. И без него нельзя было играть свадьбу. И выполнялся он шелковыми нитями кирпично-красного цвета. Цвет очень важен. Известны случаи серебряными нитями на глубоком черном фоне. Чаще, конечно, вот эта вышивка на свадебном костюме удмуртки, только у северных удмуртов. Да? Но считается, что вот, искусствоведы считают, что сначала нагрудник был металлический, а потом он трансформировался и перешел в такую вот вышивку. Ну вот посмотрите, вот этот узор, он часто используется при вязке варежек, носочков. И вот посмотрите, дальше... Ну вот здесь у меня нет картинки, но вспомните, в деревнях очень часто подзоры кровати, тоже вязаные крючком, они тоже вот имели вот именно вот этот вот пустолежо. То есть опять же обережный, охранительная функция вот этого знака. Дальше концы полотенчатых головных уборов вещах кышет, женской косынки кюнсерго, вот нагрудники вы уже видели, да, потом на тканых поясах тоже, на подолах рубах тоже есть именно вот это. Я думаю, Татьяна Никитична нам дополнит, да, и рукава также вышивали, а вот в южных районах встречается реже, но вот посмотрите, даже детское покрывало для люльки кокышобред тоже имело вот этот вот знак. Дальше тканые заплечные люльки непьет, прялки. Вообще, в современном декоративно-прикладном искусстве знак Толежо используется практически на всех предметах. Да? Отношения... Так, дальше. Ну вот, посмотрите, вот это вот ковер, да, на ковре. Мотив лунного знака выявлен также в рисунках ковров. Вот это вот прялка, видите, да? И там вот чалма. Дальше. Если посмотреть на само изображение вот этого знака Толежо-Пус, то он делит пространство как бы на 4 лунных фазы.
вышитый знак на кабачи, на невесты, это показатель того, что девушка как раз достигла детородного возраста, и теперь от нее зависит рождение здорового потомства. Есть такое выражение, вот, «солен толежеспотем», вот у нее месячные начались, да, и обязательно цвет вышивки красный. Вот посмотрите, и цвет вот этого знака, да, вышивки, и как бы то, что функция вот эта, обережная функция, говорит вот о разных вещах. Ну и переходя, например, к государственной символике. Вот посмотрите, это флаг, да, учрежден Удмуртской республики. А вот здесь тоже в серединке на белом фоне имеется вот этот вот восьмиконечный солярный знак. И еще на гербе Удмуртской республики имеется аж 3 солярных знака, 1 красный и 2 белых знака. Ну и переходя к фазам Луны. В астрономических календарях фазы Луны изображаются следующим образом. Да? Ну, вы знаете, наверное, как определить, растущая Луна или убывающая Луна. Знаете, да? Так. Дальше, вот посмотрите, последовательные изменения видимой Луны на небе при наблюдении северного полушария Земли. И посмотрите, практически получается, что 8 фаз. Первая, значит, на полнолуние, растущая, первая четверть, новолуние, дальше, ну, дальше еще растущая, да, новолуние, последняя четверть, вот, убывающее полнолуние. Луна проходит следующие фазы освещения. Луна новолуние, молодая Луна, первая четверть, растущая Луна, полнолуние, убывающая, последняя четверть и старая Луна. И обычно на каждый календарный месяц выпадает по одному полнолунию. Но так как фазы Луны сменяются немного чаще, чем солнечные, да, поэтому иногда случаются вторые полнолуния в течение месяца, и этот месяц якобы называется голубая луна. Ну вот многие народы по-разному определяют, почему вот это происходит, и пытаются объяснить по-своему, да. Смена лунных фаз, символ исчезновения, промежуточности, последовательности, эмблема вечной молодости в традициях народов, например, Океании и некоторых исламских странах. Восточные народы связывают с Луной, например, зайца или кролика, который популярный символ плодородия. Другие, например, медведи, спячки земноводных, и таких как лягушка, жаба, улитку, с появляющимися и исчезающими усиками и так далее. И даже вот животных, таких как кошку и лису, например, в японской культуре. В восточной иконографии лунный заяц смешивает эликсир бессмертия под древом жизни. Заяц или кролик, а также жаба, чем не наша царевна лягушка, да, в русской сказке, наиболее часто видится в узоре пятен на лунном диске и так далее. Так. Вот посмотрите, мы с вами, конечно, вот ближе к западной культуре, да, мы все-таки западной культуре, значит, мы 4 основные фазы Луны. Так, значит, во время промежутков между основными фазами Луна предстает или в форме серпа, либо горба. И эти периоды называются промежуточными фазами и длятся четверть синодического месяца или где-то 7 земных суток. Ну вот от этого вы сами понимаете, что вот первые календари как раз строились на лунных фазах. В незападных культурах, например, может использоваться совсем другое количество лунных фаз. И как, например, 30, да, в гавайской культуре, по одной на один день. Понятие «старая луна» и «новолуние» не взаимозаменяемо. Старая луна – это убывающий полумесяц. Так, ну вот здесь я очень много что-то пыталась сделать, и чуть-чуть у меня все сошло, да. Вот, например, при виде новой луны удмурты молились
Вылтолежес аджиса вэшашкы, уже дожлан лос. Увидишь молодой месяц, помолись, делах твоих спорено будет. А марийцы кланялись: новый месяц, дай мне здоровье, благополучие изо дня в день, дай счастья полного, как полный месяц. И загадывали желания, если хранить тайну, то исполнится. У удмуртов действовал даже запрет что-то начинать на новолуние, так как считалось тяжелым временем. У чувашей в новолуние нельзя было рубить лес. Среди финно-угорских народов существовало представление, что луна влияет на повышение рождаемости. Во время новолуния загадывали желание, чтобы во сне увидеть суженого. Но мы говорили, что здоровье детей обязательно связывалось, да, с луной. Так. Марийцы, например, пользовались лунным времяисчислением, которое было заменено потом солнечным, а месяцы исчислялись с новолуния. Растущая луна, то есть полумесяц рогами влево, добрый знак для начала сева зерновых культур. А тонкий серп новой луны символизирует непорочное зачатие. Так, тыртолеш, полная луна, полнолуние. Полная луна делит символику с кругом как знак цельности и совершенства. Это символ здоровья и красоты. Выражение «чилкыт имныро адями» или «сайкыт адями», то есть чистый, ясный, человек с чистым, ясным лицом, вот это выражение, употребляется в значении «красивый», а в основе него лежит метафора полной луны. Понимаете? Вот мы никогда уже об этом не задумываемся, да, что чилкыт адями, вот как полная луна, вот такой же красивый. Да? Вот, например, в песнях поется «Ванна пал пьослен, пал бамыс шундыкать, а пал бамыс толешкать, айкай». То есть у юношей с ваннапал одна щека как солнце, а другая щека как месяц и так далее. Дальше. Так, это не нужно. Так. Новолуние. Так, о новолунии я, по-моему, уже говорила, да? Ну вот еще раз. Вот, да, новолуние. Вы то леже к едну куяны, коть маруш. Я уже говорила, да, тут просто у меня этот фрагмент остался подальше. Вы то леже к едну куяны, коть маружно уже гера дырщекыт. Вы то леже заджиса вэшашка. Посмотрите, то же самое, что и у марийцев. Так, и вот есть еще очень интересное такое обряд, видимо, тушты пуни мешкон толеш или нунал, месяц очищения посуды. Я эту вещь нашла в работе Татьяны Григорьевны Владыкиной «Аргот Берган». И что она обозначает? Для меня это было, конечно, загадкой. Во-первых, лунная фаза в период добывания зарождения нового месяца. Период с конца февраля до начала марта, время Масленицы. Именно в это время рекомендовались очистительные процедуры перед Великим постом, чтобы мытье посуды увидела и старая, и молодая луна. И третье. День очищения посуды, связанный с фазой луны. Первый день после проводов Масленицы. Ну, или по-современному это чистый понедельник. Крень-кирень нунал. Очень интересный, конечно, вот такой вот обряд. Затмение. Ну вот как к затмению относились? На Луну нападает, считали удмурты, что нападает Убир, чтобы пожрать ее. Но она все-таки не поддается, или Бог не дает. Да? Вот это затмение Солнца или Луны. Так, ну вот здесь очень мелко. Да, у вас там видно. А здесь представлена таблица с названиями месяцев. Ну, как видите, каждый месяц имеет несколько названий. Месяц, значит, вот посмотрите, в удмуртском языке толеш, да, луна, и то же самое, и как в русском языке, вот месяц, да, название месяцев. Вот посмотрите, почему я здесь это решила привести. Посмотрите, какие названия. Январь имеет следующее название. Толшор, Выляртолеш, Вылтолеш, Кежиттолеш. Февраль, Кюоншуан, Кюоншуантолеш. Март,
вейтолеш, куакатолеш, юштолеш. Апрель, оштолеш, вукошконтолеш и так далее. Май, гронпотонтолеш, квартолеш. Июнь, кикышилентолеш, инвожотолеш, июль, пештолеш, кыстолеш, август, арантолеш или гудрикошкон. Ну, вот здесь, вот этот столбик можете не смотреть, это относится к башкирскому языку. Но мне было интересно, как удмурты и башкиры, например, да, использовали названия месяцев, что для них было вот характерно, что они актуализировали, например, вот апрель, оштолеш, то есть месяц быка буквально можно перевести, да, или месяц, когда уходит вода, или там шутер. А вот, например, в башкирском языке, посмотрите, это месяц пестрого снега. Абсолютно другие акценты ставятся. Или, например, июнь, кикышилентолеш, то есть месяц кукования кукушки, да? А у башкир месяц молока. То есть это время, когда появляется молоко уже, да? То есть даже вот на этих, сравнивая вот эти названия, здесь, вот на мой взгляд, уже можно уловить такие нюансы, что удмурты, они оседлые, да? Оседлый народ, а башкиры, они кочевой. И вот для них скот, да, вот то, что вот там, посмотрите, очень интересные идут вещи. Так. Месяц молока, месяц масла, месяц серпа и так далее. Вот посмотрите, месяц молока и месяц масла, вот июль. Видите, да? Вот уже когда, значит, столько молока уже, что можно сбивать масло. То есть для них вот эти остатки каких-то таких кочевничего образа жизни, оно даже осталось в названиях месяцев. Охотничий календарь. Очень хотел, вот почему вот этот вот поэтому вот некоторые месяцы действительно можно соотнести с некоторыми животными, да. Но вот у Коми ученые обнаружили вот такой вот древний календарь охотничий промысловый. Я видела где-то и у наших ученых, но не смогла сейчас найти, тоже была попытка вот восстановления такого календаря. И здесь изображены животные, на которых как раз в том или ином месяце разрешена так называемая охота, да. И справа еще один вид календаря, коми-календаря. Это уже не такой промысловый календарь, да, уже с насечками просто. Ну вот как видите, такого как бы реконструкции такого гороскопа в действительности не получилось, потому что недостаточно было такого языкового материала. Но, тем не менее, если бы эти вещи были зафиксированы, то я думаю, что удмурты обладали этими знаниями. И эти знания были. Но ну вот не в той полной мере я смогла найти примеры, чтобы реконструировать полностью вот такую вот картину, да. Но все действительно в культуре, удмуртской культуре действительно очень интересно, очень глубинно, очень архаично, но и все это нужно выводить из разных вещей, да, которые вот даже вот тыртолы, чылкытым нырыз или сайкытым нырыз, да, лицо у него, значит, чистое. Вот никогда же не подумаешь, что это связано с Луной, с полнолунием, ну никак. А вот такие вещи, они действительно очень глубинные и существуют в языковых единицах, которые требуют
и знаний, и определенной расшифровки. Ну вот, мы с вами сейчас рассмотрели вот этот вот код, Толеш, да, разобрали. Культ Луны сохранился на уровне языка, костюмного комплекса и даже на уровне государственной геральдики. А древние знания и наблюдения удмуртов сохранились в языке в некоторых жанрах фольклора. И они действительно позволяют вот эти знания вывести как знания, как гороскоп, да? Удмурты, как представители архаичной богатой культуры, владели такими знаниями. Название месяцев и сопоставление его с коми-охотничьим календарем помогает восстановить зодиакальный даже круг, да? В фазу Луны четко регламентировали жизнь земледельца и его деятельность в разных сферах, а влияние лунного цикла на жизнь древнего удмурта была велика и играла очень важную роль. Жаль, что мы с вами все это уже... Для нас это все уже как бы утеряно, да, потому что, а зачем нам это знать, зачем нам запоминать эти вещи, эти приметы, да, когда мы просто можем зайти в телефон, в интернет и посмотреть, и нам это уже ничего не нужно, зачем засорять информацией свой мозг, поэтому, но действительно, когда прислушиваешься к этим приметам и начинаешь потом в жизни использовать и применять эти знания, то удивляешься глубокой мудрости наших предков, что это действительно работает до сих пор. Спасибо за внимание.